Вечерlich хорошо, на рабочем столе. Весь программа, да, вот непосредственно сама программа, с которой мы будем работать. Председатели и представители всех 20 участковых избирательных комиссий Назрани собрались в одном зале, чтобы обучиться всем техническим и практическим навыкам в период проведения выборов президента страны. С процедурой голосования знакомы все не понаслышке, однако в этом году есть некоторые нововведения. Тип ППЗ у нас будет стоять УИК. У вас будет, вернее, стоять. Номер ТИКа, наш городской ТИК 006. Номер УИКа пишем четырехзначно. 20, допустим, давайте 63. Процедура приема и оформления заявления о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения в день голосования, независимо от того, где житель прописан, отличная возможность опустить в урну свой бюллетень в день выборов. Как и кто должен принимать, подписывать и вести их учет, объясняет каждому на примере. Примерно знает, где будет жить. Знает улицу, дом, номер. Понимаете? И вот сейчас автоматически мы забьем адрес и компьютер нам покажет, какой путей. Предусмотрели те случаи, когда жители вынуждены уехать в другой регион страны. В таком случае, заранее обратившись в УИК, можно точно узнать номер избирательного участка. Для этого достаточно просто внести данные предполагаемого адреса на момент голосования. Специальную онлайн-программу «Справочник». Ответы на интересующие вопросы сегодня получила и Лейла Котеева. Хотела уточнить, в какой избирательный участок я могу попасть. И мне сказали, что я могу проголосовать в 222 участке избирательном, находящийся в поселке Южный, улица Кисаева, средняя образовательная школа номер 8. Вот могу поехать и проголосовать. Мне это очень помогло сегодня, что я могу даже на примере уточнить. Воспользоваться данной альтернативой в первую очередь смогут и работники участковых избирательных комиссий. Они, находясь на своих участках, не отходя от работы, смогут проголосовать на месте. Я обращаюсь в УИК по месту жительства, обращаюсь туда, заполняю заявление, вернее, сидит человек специальный, который будет этим заниматься. Я заполняю заявление, получаю открепительный корешок, значит, от этого заявления, и могу проголосовать у себя на участке, и не беспокоюсь о том, что вот мне нужно как-то отлучиться. Я, в принципе, не могу отлучиться от своего участка. Помимо всего прочего, на семинаре подготовленный раздаточный материал с пошаговой инструкцией. Работа по приему заявлений в участковых избирательных комиссиях начнется с 25 февраля, в рабочие дни с 16 до 20 часов, в праздничные и выходные с 10 до 14 часов. Мы говорим о соответствии нашей материально-технической базы, обеспеченности избирательных участковых комиссий для того, чтобы они могли развернуться, как бы сверяем часы для того, чтобы вовремя начать профессиональную деятельность УИКов. Подать заявление уже сейчас возможно и в режиме онлайн через портал госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте, а дальше достаточно прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив паспорт, получить бюллетень. Совместно с администрацией города будем поздравлять именинников в этот день. То есть люди, которые отмечают день рождения 18 марта, не оставим без внимания, обязательно будем поощрять пожилых наших жителей и отметим тех, кто впервые пришел на участковые комиссии избирательные и в этот день впервые в своей жизни голосует. Работу по приему заявлений в территориальных избирательных комиссиях, в МФЦ и на портале госуслуг ведется еще с 31 января, а участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления уже с 25 февраля. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Новости 24.